8 июл дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистон ва Қирғизистон баргузор гардид. дар форуми иқтисодӣ ва сармоягузории Тоҷикистон ва Қирғизистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров иштирок ва дар ҳузури соҳибкорону сармоягузорони ду кишвар суханронӣ намуданд. Уважаемый Садыр Нургожевич, уважаемые участники форума, приветствую вас на сегодняшнем мероприятии, который является важной составляющей насыщенной программы государственного визита президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургожевича Жапарова в Таджикистан. Отрадно отметить, что за последнее время Таджикистан и Кыргызстан, как два близких соседа, достигли значительного прогресса в своих взаимоотношениях. Совместными усилиями успешно продвигается конструктивный политический диалог. Мы решили все вопросы, связанные с делимитацией границы. Активная работа проводится по ее демаркации. В последнее время наблюдается тенденция роста объемов взаимной торговли между нашими странами. Развиваются другие аспекты экономической связи, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Уверен, что достигнутые по итогам сегодняшних переговоров договоренности послужат прочным фундаментом дальнейшего расширения взаимодействия сторон на основе незыблемых принципов дружбы и добрососедства. Убежден, что результаты нынешнего форума также будут содействовать наполнению наших взаимоотношений новым практическим содержанием. Мы подчеркиваем нашу заинтересованность в расширении сотрудничества в торгово-экономическом и инвестиционном секторах, а также активизации контактов между деловыми кругами двух стран. Считаем, что для этого у обоих сторон имеется достаточный потенциал. В этом контексте первостепенной задачей выступает расширение структуры взаимного товарооборота, в том числе путем диверсификации номенклатуры товаров. Весьма важной является активизация торгово-экономической связи между регионами двух стран. Таджикистан обладает значительным природным потенциалом для привлечения инвестиций. Наряду с этим широкие возможности для ведения бизнеса предоставляет благоприятный инвестиционный климат в стране. Нашим законодательным предусмотрены значительные льготы и правовые гарантии для защиты бизнеса и инвестиций. В целом установлено более 240 гарантий и льгот, в том числе более 110 налоговых и таможенных послаблений. Инвесторы имеют право свободно выбирать способ сотрудничества. Они могут наладить бизнес путем создания совместного предприятия или на основе договоров государственно-частного партнерства или инвестиционных соглашений. В Таджикистане важной составляющей для инвестиций является возможность вести бизнес в соответствии с мировыми тенденциями развития зеленой экономики. Это особо актуально в нынешних условиях, когда многие международные партнеры и банки развития меняют свою политику и стратегию в пользу зеленых инвестиций и технологий. С учетом этого, а также потенциала сторон, Таджикистан и Кыргызстан могут развивать плодотворное сотрудничество в сфере гидроэнергетики. Наши огромные запасы зеленой энергии могут служить интересам не только двух стран,
но и всего региона. Ускоренное развитие промышленности определено в качестве одной из стратегических целей нашего государства. В этой связи предлагаем деловым кругам и заинтересованным сторонам наладить взаимовыгодное сотрудничество в различных отраслях промышленности. Особо подчеркну в сфере горнодобывающей, легкой, пищевой и химической промышленности. Мы уверены, что создание в этих областях совместных предприятий по производству продукции с высокой добавленной стоимостью отвечает интересам обоих сторон. Большие резервы имеются для развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики. В контексте обеспечения продовольственной безопасности мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Кыргызстаном в аграрном секторе. Наши страны располагают большими возможностями для совместного продвижения горного, экологического и оздоровительного туризма. Развитие общего рынка туристических услуг и совместное создание туристических продуктов по этим направлениям могут внести большой вклад в повышение доходности данной сферы в наших странах. Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве с кыргызскими партнерами в развитии финансового и банковского секторов. Нам также необходимо как совместными усилиями, так и путем привлечения иностранных инвестиций развивать инновационную деятельность. Это, в частности, относится к развитию цифровой трансформации, искусственного интеллекта и технического образования. Уважаемый Садыр Нургожевич, дорогие участники форума, считаю, что в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках представление возможностей двух стран, как взаимосвязанных и взаимодополняющих, может стать привлекательным для инвесторов из третьих стран. Необходимо использовать этот потенциал для развития экономик двух стран и благополучия наших народов. Реалии положения дел в международной торговле и экономике диктуют нам необходимость своевременной закладки прочной основы для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что сегодняшний форум внесет достойный вклад в этот процесс и желаю всем успехов и приятного пребывания в Таджикистане. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые участники форума, дамы и господа, прежде всего позвольте тепло поприветствовать всех участников форума и выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу, за традиционное радушие, гостеприимство и безупречную организацию сегодняшнего мероприятия. В этот переломный и насыщенный событиями период регион Центральной Азии становится ареной судьбоносных преобразований, имеющих историческое значение. Одним из таких ключевых событий стало подписание 13 марта текущего года в городе Бишкек исторического межгосударственного договора о кыргызско-таджикской государственной границе, а также трехстороннего договора о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 31 марта в городе Худжанд. Эти важные договоренности получили свое политическое закрепление в принятии Худжандской декларации о вечной дружбе, которая ознаменовала начало нового этапа братского взаимодействия и региональной консолидации. Сегодняшний форум стал логичным продолжением этой высокой политической воли и ярким свидетельством нашей общей нацеленности на выстраивание нового уровня сотрудничества, прежде всего в экономической плоскости.
Уважаемые участники форума, сегодня на повестке дня стоят конкретные задачи по наращиванию товарооборота, углублению производственной кооперации, развитию совместной инфраструктуры и активному вовлечению регионов в торгово-инвестиционные процессы. Мы видим огромный, еще не раскрытый потенциал в этой сфере. Особую роль в этом процессе играют регионы наших стран. Именно на уровне приграничных областей формируется прочный каркас практического взаимодействия от торговли и транспорта до сельского хозяйства и переработки. Развитие прямых связей между регионами позволяет не только расширять экономические горизонты, но и укрепляет дружбу и доверие между нашими народами. В этой связи мы придаем большое значение поддержке региональных инициатив, запуску межгосударственных проектов, созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций на местах. Уважаемые участники форума, сегодня мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подробно обсудили наши дальнейшие планы по расширению сотрудничества на торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и приграничном направлениях. Большое внимание было уделено перспективным вопросам сотрудничества, а именно в сфере энергетики, транспорта, горнодобывающей отрасли, в том числе критических минералов, переработка сырья, модернизация контрольно-пропускных пунктов, а также кооперации в приграничных областях двух стран. Кыргызстан в качестве члена ЕАЭС готов стать входными воротами для поставки товаров и услуг Таджикистана на многомиллионный рынок Таможенного союза. Одновременно с этим мы готовы предоставить наши транзитные возможности для осуществления поставок товаров из Таджикистана в Китай. Говоря о стратегических направлениях, хочу отметить транспортную сферу как ключевой драйвер роста. Важно эффективное использование транзитного, транспортного и логистического потенциала. Кыргызстан готов выступать в роли стратегического транзитного коридора, открывающего таджикским товарам прямой доступ к рынку не только Евразийского экономического пространства, но и Китайской Народной Республики. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность начала реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который откроет новые перспективы для возрождения Великого Шелкового пути в современных условиях. Сектор энергетики же не только определяет устойчивость экономики, но и создает основу для запуска всех других отраслей. Кыргызстан и Таджикистан обладают колоссальным гидроэнергетическим потенциалом, который мы можем использовать во благо наших стран и всего региона. В Кыргызстане реализуется стратегический важный проект строительства Камбаратинский ГЭС-1, а в Таджикистане масштабная Рогунская гидроэлектростанция. Реализация подобных проектов, а также развитие зеленой энергетики открывает большие возможности для внутреннего обеспечения, вносят вклад в энергетическую безопасность и климатическую устойчивость всего региона. Также отдельно хотел бы подчеркнуть значение туризма как мощного инструмента сближения наших народов. Центральная Азия – уникальный культурный и природный регион, способный привлечь миллионы туристов. В этой связи Кыргызстан предлагает рассмотреть идею создания единого туристического пространства в регионе для граждан третьих стран. Несомненно, это придаст мощный импульс развитию туризма и укрепит межкультурные связи между нашими народами. Дамы и господа, говоря о текущем экономическом развитии Кыргызстана, хотел бы отметить следующие показатели. За последние 3 года экономика Кыргызстана демонстрирует ежегодный темп роста в среднем на 9%. За 4 месяца текущего года рост составил 11,7%. ВВП страны увеличился в 2 раза. Значимым событием стало повышение международного кредитного рейтинга страны до уровня B+, с прогнозом стабильный по данным Standard & Poor's. В основе нашей государственной политики развитие частного сектора, укрепление верховенства права, защита прав собственности и обеспечение прозрачности всех экономических процессов. В
В стране создаются все условия и гарантии для каждого гражданина и иностранного инвестора, что повышает доверие к деловой среде страны. Сегодня мы с полной уверенностью заявляем, что наша страна формирует открытую, устойчивую и предсказуемую бизнес-среду, ориентированную на инвестиции и партнерство. Хочу заверить всех вас, что правительства двух стран готовы создавать наиболее благоприятные условия для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи призываю бизнес-сообщество активно подключиться к процессу активизации взаимной торговли и промышленной кооперации. Уважаемый Эмомали Шарипович, дамы и господа, в заключение я хочу выразить убежденность, что сегодняшние договоренности станут прочной основой для новых практических шагов, и мы вместе добьемся ощутимых результатов. В свое время современный классик, великий писатель Чингиз Айтматов в одном из своих последних интервью сказал следующее: «Историческая общность, наличие общих традиций, обычаев дает нам неисчислимые возможности для того, чтобы быть вместе и сообща строить новый мир, единое цивилизованное сообщество». Мне кажется, что лучше и точнее сказать невозможно. Только объединив усилия, мы создадим прочную основу для мира, стабильности и процветания наших народов. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений. Спасибо вам.